Как и любое спортивное мероприятие, спартакиада работников администрации Зауралья началась с торжественного построения гимнов России и Башкортостана и приветствия участников. Нынешние соревнования проходили под знаком 85-летия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Мы в течение этих 20 лет проводили разные соревнования по разным видам спорта. У нас был и баскетбол, и футбол, и волейбол, и даже тяжелая атлетика у нас была, наверное, возможно, и будет в будущем, и другие виды. В этом году исполняется 85 лет комплекса ГТО. Это старшее поколение людей, это до 90-го года, которые работали уже все знаете. Мы сдавали его с удовольствием, носили значки золотые, серебряные. В 20-й по счету спартакиаде работников администрации Зауралья приняли участие 8 команд. На этот раз на старт вышли коллективы Абзелиловского, Баймакского, Бурзянского, Зианчуринского, Зилаирского, Учелинского, Хайбулинского районов и Сибая. В быстроте, силе и ловкости соревновались главы, заместители глав администрации и начальники отделов. Яркие выступления творческих коллективов города задали мероприятию торжественный тон, а участникам спартакиада подарили заряд бодрости и боевой настрой. После разминки участники спартакиады приступили к сдаче норм ГТО, что стало своего рода подготовкой и проверкой собственных сил и возможностей к предстоящим состязаниям. С 1 января 2017 года к выполнению норм ГТО приступят абсолютно все, независимо от возраста и занимаемой должности. На сегодняшнюю спартакиаду мы приехали с большим удовольствием. Из Бурзянского района у нас команда составляет 9 человек. Конечно, нормы сдачи ГТО объявлены на федеральном уровне президентом Российской Федерации. Сегодня добавляет определенный, скажем, дух, командный дух, патриотическое чувство к родине. Я думаю, что такие соревнования и такое своевременное введение, объявление сдачи такого норматива ГТО, я думаю, что в будущем скажется на здоровье населения и объединение наших людей во благо нашей Родины. Участники спартакиады выполняли нормы ГТО, каждый в своей возрастной группе. Работники администрации Зауралья проверили свои силы в таких дисциплинах, как отжимание, поднятие гири, подтягивание на турнике, стрельба из пневматической винтовки и других. Только что сдали прыжки с места норма. Так-то 2.30 норму вошли, так скажем. Недоволен ли? Не знаю, пока над собой нет, еще надо тренироваться, надо еще быстрее, выше, сильнее, как девиз ГТО. Отжимания сдали, да, отлично сдали. Каково ощущение? Незабываемые. Одним легко и с первого раза удалось выполнить норму, другим пришлось приложить для этого немало усилий. В любом случае, каждый сделал для себя выводы и наметил необходимые шаги по подготовке к сдаче норм ГТО в будущем году. Мы на сегодняшний день наряду со всей республикой готовимся для реализации и популяризации, в том числе и исполнения указа президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И уже на сегодняшний день выпускные классы города Учелы и района сдали уже нормативы по ГТО. Это 9 и 11 классы. Затем началось самое интересное и захватывающее действо. Команды приступили к соревнованиям, которые проводились на базе Центра детского творчества, Башкирского лицея имени Рамазана Умедбаева и гостиницы «Евразия». Каждый участник выбрал вид спорта, который ему по душе. Если для одних им стали русские шашки, то для других – бильярд. Прекрасная атмосфера, прекрасное было открытие, добродушное. Прекрасные концертные выступления. Очень было приятно посмотреть национальный танец, танец танцоров именно такого жанра вальса. Турнир будет очень такой быстрый, я бы сказал, олимпийская система, то есть проигравший сразу выбывает. Я тоже присоединяюсь к этому. Хочу поблагодарить, сказать слова благодарности организаторам, то, что турнир бильярда организовали в таком прекрасном культурном центре. Я думаю, что мы не просто здесь поиграем в бильярд, мы
здесь и получим такое удовлетворение от общения с коллегами. Все участники соревновались с азартом, хорошим настроением и большим желанием. Ведь только раз в год работникам администрации удается покинуть рабочие кресла и встретиться в неформальной обстановке, расслабиться и поговорить на общие темы. Бурю положительных эмоций вызвала командная эстафета. Кульминационным моментом спартакиады стало торжественное награждение. Все участники, выполнившие нормы ГТО, получили сертификаты. Далее из рук главного судьи соревнований Ришата Шарафутдинова были вручены дипломы победителя. Так, в бросках мяча в баскетбольную корзину не было равного представителю администрации Абзелиловского района Ирику Мусину, в дарте Зире Хисматуллиной из Баймакского района. Сильнейшим в настольном теннисе был признан работник администрации Хайбулинского района Роберт Каримов. В русских шашках – представитель администрации Зианчуринского района Равиль Кунакбаев. Самым лучшим бильярдистом стал участник команды Абзелиловского района Галим Султанов. По итогам спартакиады копилка сибайской команды пополнилась 3 призовыми местами в личном первенстве. Мы очень рады, конечно, что у нас сегодня такие достойные соперники. Хотя, конечно, никогда не отличались. И мы никогда не выделялись, потому что всегда побеждала дружба. И мы сегодня еще раз доказали, что наша команда дружная. Да, мы достойно сегодня выступили. По сложившейся традиции, в следующем году спартакиада пройдет в Баймакском районе. Луиза Мустафина, Дамир Хайбулин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.